Как сказал Густав Малер, традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. Слова выдающегося композитора очень точно отражают суть еще одного проекта, реализованного с помощью гранта Президентского фонда культурных инициатив. Правда, этот огонь авторам пришлось, что называется, высекать из глубины прошлого. Проект «Или возрождение архаичного музыкального творчества ингушей» объединил музыкантов и этнографов, скрипичных дел мастеров и археологов. Он стал поистине делом чести, оказался настоящим культурным прорывом, который вдохнул жизнь в древние музыкальные традиции Ингушетии. «Или» в переводе с ингушского «песня», но не простая, а героико-этническая. В ней закодированная победа и поражение, радость и страдания ингушского народа. Именно поэтому этот проект сплотил и воодушевил буквально всю республику. Люди начали приносить создателям проекта старые пластинки и записи на бобинах, фотографии музыкантов и сведения о них. Все очень хотели, чтобы этот проект состоялся. И вот этот день настал. Воссозданные инструменты, не звучавшие более столетия, вернулись из небытия на сцену и стали еще одной жемчужиной в роскошной короне многонациональной культуры России. Номер, который вы сейчас увидите, посвящается столетию государственности Ингушетии. Встречайте на сцене наши гости из Ингушетии!
Аплодисменты нашим гостям.